В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске о проделанной работе и планах президент встретился с общественностью Гудаутского района. Скорректировали госбюджет, отложили проект закона об оружии, рассмотрели и другие вопросы. Репортаж с заседания сессии парламента. Новый старый секретарь Общественная палата Абхазии избрала своих руководителей. Президент Рауль Хаджимба сегодня встретился с общественностью Гудаутского района. Глава администрации района Руслан Ладария проинформировал о текущей деятельности, сообщил о конкретных работах, проведенных в районе, и планах. Как отметил Руслан Ладария, бюджет района за 9 месяцев составил более 300 миллионов рублей, на 24 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Как подчеркнул глава Гудаутского района, увеличение местного бюджета произошло в результате деятельности Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры. На собрании выступил и президент. Рауль Хаджимба сообщил о планах по развитию района. Так, по его словам, в Гудауте до конца года начнут функционировать 2 дошкольных учреждения. В бюджет 2017 года будет заложен ремонт еще одного детсада. Продолжится строительство музея боевой славы имени Сергея Дбар. А также в рамках инвестпрограммы «Содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия» продолжается налаживание водоснабжения в селах. Подробный репортаж со встречи смотрите сразу после новостей в программе Амши Кушара Яцу. Заместителем секретаря Совета безопасности Абхазии назначен Рафаил Минджия. Соответствующее распоряжение подписал сегодня президент Рауль Хаджимба. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. 13 основных и 3 дополнительных вопроса стояли в повестке дня сегодняшнего заседания сессии парламента. В их числе о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, о физической культуре и спорте, о контрольной палате, о государственной пошлине и другие. Парламентарии также скорректировали государственный бюджет текущего года. Обо всем подробно в репортаже Симы Аргун. Законопроект об оружии был снят с повестки дня. Спикер парламента Валерий Бганба аргументировал решение тем, что проект необходимо доработать. Рабочая группа еще раз посмотрела закон о резервистах, о том, какие права, какие обязанности есть у резервистов в части оружия. Ну и, к сожалению, данный закон был принят в 2006 году. Вот мы вчера как раз это смотрели, в 2006 году, да, конечно, там есть положение о том, что резервисты имеют право хранения в определенных случаях при проведении учений, и сборов и так далее, и ношения данного оружия, но не определено какое оружие, не определено, кто должен снабжать резервиста данным боевым оружием. Инициатор законопроекта Беслан Губаз отметил, что он предусматривает правила пользования, приобретения и хранения оружия гражданским населением. Здесь речь не идет о резервистах, пояснил Губаз. Тем не менее, законопроект был отложен до следующего заседания парламента. Данный законопроект, который мы предлагали сегодня об обороте оружия, он о гражданском оружии, о праве граждан приобретать охотничье оружие и так далее, о законности, нормах и регулирующих правилах механизмов приобретения и так далее. Никакой угрозы. Мало того, по желанию, наших коллег и граждан мы учли возможность приобретения гражданами Абхазии короткоствольного огнестрельного оружия, то бишь пистолетов. Также не были рассмотрены проекты законов о частной охранной деятельности в республике, о судебной власти и о правовом положении иностранных граждан в республике Абхазия. Проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях вызвал дискуссии. Согласно проекту, на протяженности всей автомагистрали будут установлены фото- и видеофиксаторы. Штрафовать нарушителей ПДД сотрудники ГАИ смогут в том числе и при помощи технических средств. Принцип работы прост. Если водитель превысит скорость либо совершит иное нарушение, то камера сделает снимок, и автовладельцу пришлют штрафную квитанцию. Для удобства и экономии времени на пунктах ДПС будут установлены терминалы оплаты штрафов. Представляя законопроект, Роберт Яйлян отметил, что он необходим в связи с участившимися случаями аварий на дорогах страны. По мнению депутата, оснащение трасс видеокамерами станет серьезной мерой, направленной на профилактику нарушений. Сначала делается электронная версия этого нарушения, потом эта электронная версия переводится на бумажный носитель. Через почту или лично сотрудникам ГАИ передается правонарушителю, и лишь по истечению времени, это где-то 2-3, может быть даже больше, это постановление вступает фактически в законную силу.
И если же правонарушитель успел за это время оплатить штраф прямо при получении, то вообще не грозит ему не грозит вообще изъятие этого удостоверения. Основная причина ДТП – превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона. В этих случаях камеры смогут установить виновников, считают разработчики законопроекта. Тем не менее, у депутатов возникло много вопросов. В итоге проект закона отправили на доработку. Парламентарии рассмотрели и приняли в окончательном чтении проект закона о физической культуре и спорте. До сих пор в республике не было такого закона. Занимавшийся разработкой проекта депутат Тимур Гули отметил, что в нем были учтены замечания Госкомитета по физкультуре и спорту и людей, внесших весомый вклад в развитие спорта в республике. В окончательном чтении депутаты приняли закон о лицензировании отдельных видов деятельности. Также был принят закон о государственной пошлине. Законодатели ратифицировали соглашение между правительствами Абхазии и России об оказании медицинской помощи военнослужащим вооруженных сил. Документ определяет порядок оказания медпомощи российским и абхазским военнослужащим, а его реализация позволяет повысить их социальную защищенность. Депутаты обсудили корректировку республиканского бюджета на 2016 год. По словам вице-премьера, министра финансов Дмитрия Серикова, запланированные доходы сокращаются больше, чем на 3 миллиарда рублей. Сериков выделил несколько моментов, которые отразились на изменениях в главном финансовом документе страны. Если касаться республиканского бюджета, то доходы наши в текущем году сокращаются на 3 миллиарда 248 и почти 9 миллиарда рублей. Снижение наших доходов главным образом связано с перераспределением помощи со стороны Российской Федерации, которая перераспределяется по двум составным частям. Первая часть – это перераспределение с текущего года на 2017 год помощи в рамках реализации бюджетных инвестиций в размере почти 2 миллиарда 281 миллиона. Эта сумма, я еще раз хочу сакцентировать на это внимание, эта сумма не сокращается, она никуда не девается, просто она не будет освоена в этом году и переходит на 2017 год. Вторая составная часть сокращения составной российской помощи – это сокращение текущего финансирования почти на 222 миллиона. Это сокращение связано не с урезанием никаких расходов, это были у нас остатки нераспределенные остатки помощи со стороны Российской Федерации, они направлены были на погашение задолженности, связанной с ситуацией по электроэнергетике, которая была в начале текущего года. Сокращаются также собственные доходы на 746 миллионов рублей. Это в первую очередь связано с сокращением налога на добавленную стоимость, доходов от таможенной пошлины, сниженные объемы предполагаемого экспорта. У депутатов была неоднозначная оценка исполнения бюджета. Парламентарии считают, что аналогичная проблема была и в предыдущие годы, и предлагают правительству страны избегать ошибок, влекущих за собой дефицит государственного бюджета. Ежегодно по 2-3 миллиарда у нас выпадает, мы перекладываем. Почему это происходит по объективным причинам, это уже другой вопрос. Возможно, действительно, по каким-то объективным причинам, но это все время бьет наш бюджет. Несмотря на то, что проект закона вызвал массу вопросов, документ был принят единогласно. В целях повышения роли и значения контрольной палаты и эффективности системы государственного финансового контроля депутаты приняли закон о контрольной палате, согласно которому контрольная палата определена как высший финансовый орган страны. На заседании сессии в первом чтении был принят проект о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях и принят законопроект о судебных исполнителях. Кроме того, депутаты решили некоторые кадровые вопросы. На должность заместителя спикера Народного собрания большинством голосов был избран депутат Валерий Кварча, а Ишсоу Какаля утвержден заместителем генпрокурора Абхазии. Депутаты выразили уверенность, что опыт работы и ответственность позволят ему справиться со своими обязанностями. Сима Аргун, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Госдума России сегодня приняла закон о ратификации соглашения между Россией и Абхазией об объединенной группировке войск. Соглашение было подписано в Москве 21 ноября 2015 года. Документ определяет предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Абхазии, предназначенных для реагирования на вооруженное нападение, а также на другие угрозы военной безопасности в отношении любой из сторон. Организация и проведение совместных мероприятий осуществляются на основании совместных директив генеральных штабов вооруженных сил сторон. В состав войск объединенной группировки входят от российской стороны объединенная российская военная база, дислоцированная на территории Абхазии, от абхазской стороны 2 отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения.
Делегация Министерства иностранных дел Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кове, прибыла в Москву с рабочим визитом. Завтра, 3 ноября, в Большом особняке МИД России Даур Кове встретится со своим российским коллегой, министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Затем пройдут переговоры делегаций внешнеполитических ведомств Абхазии и России. Ситуация в Сухумском роддоме и в здравоохранении в частности стала темой пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ Абхазии. На вопросы журналистов отвечали представители Министерства здравоохранения, детских больниц и Сухумского роддома. В течение 10 дней станут известны результаты лабораторных исследований, взятых в СЭС в Сухумском родильном доме и в детской больнице, смывов на наличие синегнойной инфекции. На данный момент нельзя с точностью сказать, есть в наших медучреждениях эта инфекция или нет, сказала главный санитарный врач столицы Алла Беляева. Результаты будут первичные, ориентировочные, не ранее пятницы, окончательные результаты будут на следующей неделе. Это связано с методикой постановки анализа. Родильный дом постоянно проводит свой ведомственный контроль. Плановый контроль, согласно действующего законодательства Республики Абхазия, Госсаннадзор производится раз в год. Плановый, внеплановые, как по различным эпидпоказаниям могут производиться любое количество раз. Но производится ведомственный санитарный контроль. Сотрудники родильного дома отбирают смывы сами, отправляют в лабораторию, лаборатория их исследует, и информация передается как родильному дому, так и в санэпидслужбу. О синегнойной инфекции стало известно после того, как из родильного дома в детскую больницу были переведены двойняшки, у которых при посеве была выявлена синегнойная инфекция. Поступили они в детскую больницу на 10-й день после рождения. Сейчас малыши находятся в Сочи, куда они были направлены на следующий день. Их состояние удовлетворительное. Это первые дети с подтвержденным диагнозом. Никогда до этого таких случаев не было, говорят врачи. Но, как оказалось, в сочинской лаборатории анализ на синегнойную палочку не подтвердился. Признаться, мы не можем пока говорить о том, откуда произошло контактирование, было ли оно вообще, потому что в Сочи, допустим, этот диагноз не подтвердился. Поэтому сейчас будет... А в Сочи там находится экспресс-метод, их не подтвердил, поэтому надо разбираться. Говоря о статистике детской смертности, главный педиатр страны Ада Абухба отметила, что в этом году цифра значительно выше. За 10 месяцев текущего года в Абхазии произошло 10 госпитальных и летальных исходов. Если говорить о статистике 2015 года, то всего за прошедший год 9 смертей, 9 смертей всего. Но в этом году цифра чуть выше. То, что касается неонатальной смертности, как уже озвучивали, это 10 плюс еще 7. Более взрослых детей. Это включая и, к сожалению, погибшие в ДТП, и дети, погибшие в детской больнице, и смерть на дому. Анатомические исследования, а иначе говоря, вскрытие способствует в том числе установлению точных причин гибели пациента, а также недопущению повторения смертельных случаев. Однако, сетуют врачи, родственники больных зачастую возражают против проведения подобных процедур из этических соображений. Летальный случай по действующему законодательству предлагается вскрытие для проведения патологоанатомического исследования, определения причины смерти. Оно может быть патологоанатомическим, может быть судебно-медицинским. Судебно-медицинские вскрытия, они чаще всего проводятся все-таки там в рамках проведения соответствующих судебных, прокурорских мероприятий. Даже в этом случае многие родственники отказываются, и мы не имеем права. Как отметили участники пресс-конференции, в педиатрии Абхазии существует очень много проблем. Это касается и специализированных транспортных средств для перевозки тяжелобольных детей, в том числе и новорожденных. Детская больница сегодня остро нуждается и в капитальном ремонте, и в специалистах, таких как анестезиолог, реаниматор и инфекционист. По мнению специалистов, для решения существующих проблем необходимы комплексные меры. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
В Общественной палате Республики Абхазия прошли выборы секретаря и 2 заместителей. В результате открытого голосования секретарем Общественной палаты была избрана Нателла Акаба, а также 2 ее заместителя Даниил Убирия и Валерий Арзенба. Далее члены 4-го созыва Общественной палаты обсудили создание и распределение рабочих комиссий, которые будут приниматься на следующем заседании. Нателла Акаба поблагодарила всех за доверие. Я надеюсь, что мы будем наращивать темпы, и, учитывая, что скоро парламентские выборы, я думаю, мы тоже как-то, как гражданское общество, будем принимать участие в этом. Я думаю, что мы будем и наблюдать за ходом выборов, и за всей избирательной кампанией. В торжественной обстановке сегодня 4 сотрудникам Академии наук Абхазии вручили дипломы почетного доктора и профессора Академии наук. Мероприятие приурочено ко Дню науки в нашей стране. Репортаж Сарии Смар. Почетное звание доктора и профессора Академии наук Абхазии было утверждено совсем недавно. И вот сегодня впервые некоторым сотрудникам Академии были вручены эти дипломы. Поздравляю. 26 марта 1997 года президент Республики Абхазия Владислав Арзенба издает указ об образовании Академии наук Республики Абхазия. Именно тогда был создан оргкомитет, который провел большую работу по подготовке и проведению учредительного собрания. Были разработаны временные положения, инструкции, выдвинуты кандидатуры по соответствующим специальностям. Первым президентом Академии наук Абхазии был избран академик Шота Аристава. Сразу же после избрания руководства президиум приступил к формированию структурных подразделений и комплектованию аппарата Академии наук. Уже прошли этап становления. Я являюсь вторым президентом Академии наук Абхазии. Первый президент Шота Константинович Ариста и его коллеги сделали очень многое. Это юридическая составляющая, организация тематической работы, институтов, координация всех работ институтов и так далее, и так далее. На сегодняшний день в Академии наук Абхазии функционирует несколько отделов – гуманитарных и социальных наук, физико-математических и технических наук, медико-биологических, сельскохозяйственных наук и наук о земле. Все 7 научных учреждений Академии распределены между этими отделениями. Общее количество сотрудников, занятых исследовательской работой в этих учреждениях, доходит до 800 человек. Академик, доктор исторических наук Теймураз Ачукба в науке большую часть своей жизни. Сегодня он занимается исследованиями в области этнологии. Проблемами истории, этнографии, культуры Абхазии я занимаюсь 70-х. Я не считаю, что такого возраста, что надо останавливаться. Наоборот, я думаю, что надо еще больше работать, потому что есть какой-то опыт работы, есть много материалов собранных, и необходимо, чтобы реализовать их и написать новые книги, новые статьи. Меня, конечно, интересует сам этнос, абхазский этнос, его культура, состояние языка, состояние культуры. За короткий период своего существования, а это менее 20 лет, Академия наук Абхазии проделала значительную работу. Сегодня, конечно, существует ряд проблем, но тем не менее видны успехи. Усовершенствуется деятельность научно-исследовательских институтов по выполнению тематических планов. Более того, ежегодно проводятся так называемые общие собрания, на которых подводятся итоги прошедшего года и намечаются задачи на текущий год. Теперь уже мы функционируем не просто как символ государства, да? Абсолютно нет. Руководство нашей республики и мы, ученые, президиум Академии наук, понимают, что обязательно работа наша должна строиться на отношениях прагматических с государством. Речь идет о финансировании Академии наук, системе Академии наук, наших институтов. Тут нужны абсолютно, уже переходить абсолютно к новым подходам.
Такое понимание у нас есть. На сегодняшний день Академия наук Абхазии не менее важным считает и вопросы подготовки кадров. При самой Академии открыта аспирантура, которая дает возможность выпускникам вузов, не выезжая за пределы страны, получать на месте необходимую теоретическую подготовку для успешного ведения научной работы, особенно по проблемам абхазоведения. Сария Смырас, Тамур Гожба, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем плюс 16-18 градусов. Температура морской воды плюс 17 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.